Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях правнучка героя Советского Союза Степанова Николая Саввича, Маргарита Николаева. Здравствуйте, дорогие участники мероприятия «Родина помнит героев», посвященного дню рождения героя Советского Союза Николая Саввича Степанова. Николай Саввич получил это почетное звание за личную смелость в создании плацдарма на берегу реки Южный Буг. Есть такая река в Украине. Степанов Николай Саввич. Родился 13 мая 1922 года в Ергетском, ныне Орлахском наследии Вилюйского района Якутской ССР. Призван в армию в июне 1943 года Вилюйским райвоенкоматом. Пулеметчик 1-го мотострелкового батальона 45-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 2-го Украинского фронта Николай Саввич Степанов начал воевать с 22 февраля 1944 года. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и города Праги. Участник разгрома Японии. В марте 1944 года при форсировании реки Южный Буг он блестяще выполнил задание командования перебраться на другой берег реки, поддержать пулеметным огнем наступление и форсирование реки пехотой. Прикрывая огнем переправу и поддерживая успешное наступление пехоты на деревню Маньковку, уничтожил до 15 солдат и 1 пулеметный расчет противника. За этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза, которое присвоено было 5 мая 1990 года. Звезду героя вручали Николаю Саввичу в Москве. Николай Саввич после победы над фашистской Германией принимал участие в войне против милитаристской Японии. Принимал участие в освобождении таких китайских городов, как Мукден, Харбин, Чанчунь и Порт-Артур. Сам он родом из Вилюйского улуса, село Хампа. После демобилизации жил там и работал в школе, в комсомоле, колхозе, в сельпо, маслозаводе и в лесхозе. Везде работал отлично, добросовестно. Во дворе Вилюйского лесничества, где он работал 32 года, установлен памятник Николаю Саввичу. Он был установлен 2005 года по инициативе руководства Вилюйского лесничества. Ежегодно, день рождения героя, 13 мая, проводится торжественный митинг у памятника. Ученики Вилюйской средней школы номер 3, которая гордо носит имя Николая Саввича, проводят концерт. Выступают встречу близкие, друзья и руководство лесничества. В 2015 году, 16 сентября, в преддверии Дня работника леса, в городском парке отдыха и культуры города Якутска в торжественной обстановке был открыт сквер лесника. В нем установлен памятник Герою Советского Союза, леснику Вилюйского лесхоза Николаю Саввичу Степанову. А в 2017 году открыт музей леса Якутии, где также посвящен стенд Герою Советского Союза. Всего в Якутии 26 героев Советского Союза Великой Отечественной войны. 8 из них было дано посмертно это звание. Кондакову Николаю Алексеевичу также посмертно звание героя было дано, но уже в мирное время. Николай Алексеевич Кондаков тоже из Вилюйского района. Он был близко знаком с Николаем Саввичем, были друзьями они. И в 1996 году дали посмертно звание Героя Российской Федерации Михаилу Михайловичу Стрекаловскому. Получил это почетное звание за подвиг, совершенный в бою за освобождение Польши. В 2013 году был восстановлен звание Героя Советского Союза Кудряшов Николай Петрович. Он был лишен этого звания за один проступок, сидел в тюрьме, потом приехал в Якутию, жил там до старости в поселке Нюрба. Там и похоронен. Стараниями активистов и общественников, а именно почетного ветерана Михаила Тихонова, Николаю Петровичу возвратили звезду героя. И эта награда сейчас хранится в фонде Нюрбинского музея дружбы народов имени Ксенофонта Уткина. Первым героем из якутов, как мы знаем из истории, является Федор Кузьмич Попов. Он получил это почетное звание
посмертно. А теперь позвольте дать слово правнучке Николая Савича Маргарите Николаевой. Она является выпускницей Якутского художественного училища имени Петра Романова. Прекрасно рисует. А это она нарисовала деда. Очень похоже. Итак, Маргарита, вы принесли с собой мундир своего деда, как я вижу. Расскажите про этот мундир. Домой шел обратно в этом мундире в 1947 году. Вот, то есть это оригинал стоит, в нем Николай после демобилизации прибыл в родной Улус, вот как раз в этом мундире. Эти награды, которые на нем, они, как видим, это реконструкция, да? Настоящие медали хранятся сейчас в селе дома Балагатча у родных. Николай Савич получил звезду героя в Москве, получал эту награду из рук маршала обороны Язова. Мы знаем вас как активного участника реконструкций исторического парка. У нас была реконструкция «Битва за Москву» осенью, да? Была реконструкция «Бой за Якутск». Это вообще не интересно, как будто это уже, как сказать, это графика, художники создают специально, а там мы показываем, что это было настоящее, что это настоящая война, как люди погибают, как они сражались с какими врагами. Вообще девушек принимают активно такое участие в реконструкциях? Я пока единственная, я пока одна. Сколько лет уже? Я с 2018 года в этом клубе, меня познакомил один наш офицер, Федоров Иван Васильевич зовут. И вот я с ним познакомилась, и он знал, что я занимаюсь военным делом, и вот он меня пригласил в ДОСААФ России. И вот сразу меня приняли в клуб. Видимо, вы очень похожи на прадеда. Расскажите о нем, как о нем рассказывали, какой он был человек и вообще. Ну, он был немножко, как это, грубым, как говорят, сказать, грубым, острым человеком. Ну, когда вот наши деревни все приходили, и он сразу там начал задавать грубые вопросы. Вы кто такие, что вы тут делаете, вы зачем сюда пришли? Типа, он сразу задавал такие острые вопросы. И поэтому от него все боялись, типа, если в деревню пришли, начинали сразу спрашивать: Николай Савич тут? Сказали, что родные сказали, что нет, он пока в лесу, там в работе, а сказали: фух, тогда хорошо.
Мы из ваших слов предполагаем, что он человек был очень простой, сельский Да. и очень добросовестно относился к своей работе, да? Так Да. про него пишут. Тогда в советские годы было очень слаженное лесное хозяйство, и вот, даже пожары были редки тогда, вот, и поэтому в этом есть работа работников лесного хозяйства. Поэтому его очень сильно уважают. Да. И вот о нем вспоминают, ему поставили памятник, есть стенд, посвященный Николаю Савичу. Кроме вот этих работ, представлены, какие у вас работы есть? Ну, у меня сейчас... Я принесла то, что могу принести, а так у меня 50 работ. Связано о Великой Отечественной войне, начиная с 1939 до 1945 годов. Там портрет Сталина, Джугашвили, Гитлера и, Левитан и героев, летчиков, всяких таких боев. А теперь ребята подготовили интересные вопросы Маргарите. Давайте их послушаем. Когда умер Гитлер? Гитлер умер 30 апреля 1945 году в Берлине. Маргарита, а в какой стране возник нацизм? Нацизм возник в стране Германии, в Берлине. Что такое Т-34? Т-34 – лучший танк Второй мировой войны. Назовите двух известных летчиков. Известные летчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Трижды герои Советского Союза оба. В каком году освободили Польшу? Польшу освободили в 1945 году. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Блокада длилась 872 дня. Как мы видим, Маргарита не только является участником клуба исторической реконструкции «Красный восход», но она и прекрасно знает историю. Якутия – родина российских алмазов. Только в историческом парке «Россия. Моя история» можно увидеть выставку «100 именных алмазов», посвященной столетию государственности Якутии, включающая в себя 100 крупнейших алмазов, реплик и сертификатов. Уникальные алмазы, которым присвоены имена 25 героев Советского Союза, 35 якутян-героев социалистического труда, анимпадиста Сафронова Алампа и других достойных личностей Якутии. Прикоснись к истории богатства Якутии.